Александр Николаевич, житель города Инты, спрашивает, действительно ли члены адвокатской палаты оказывают бесплатную юридическую консультацию? Если да, то по каким категориям и где в открытом доступе можно посмотреть список адвокатов по Инте и их контактные данные? Ну, все адвокаты, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, они входят в состав адвокатской палаты Республики Коми. Да? Всего у нас порядка 320 адвокатов, насколько я помню, по Республике Коми имеют такой статус, и они входят в соответствующий реестр. 44 из них оказывают бесплатную юридическую помощь, в том числе по городу Инте есть такой адвокат. И информацию о нем можно найти на сайте Министерства юстиции, либо по телефону, который я уже говорил. Ну, один, например, на Инту. Этого достаточно или нет каких-то... Ну, каких-то хотя бы один, чтобы был в муниципальном образовании, но те адвокаты, которые есть в Инте, оставшиеся, скажем так, они не изъявили желания участвовать в системе бесплатной юридической помощи, потому что... То есть их обязать нельзя? Их обязать нельзя, это исключительно добровольный характер. Вот, поэтому, на самом деле, в Инте не так много адвокатов, насколько я знаю, там несколько человек всего. Поэтому, ну, наверное, пока было достаточно одного. Но если обратиться в бюро, то... Да, мы окажем специалистами Госюрбюро. Кроме того, мы осуществляем выездные приемы населения. Вот в Инте, кстати, 6 июня специалисты Госюрбюро будут находиться в командировке и будут осуществлять прием населения по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Поэтому вся информация будет в администрации муниципального образования. Они будут организовывать прием. Граждане, жители Инты могут записаться к специалистам Госюрбюро и задать интересующие их вопросы. 6 а как часто вот такие выезды бывают? И где узнать информацию, когда, в каком муниципалитете это происходит? Специалисты Госюрбюро ежемесячно выезжают в муниципальное образование. Мы стараемся максимально охватить. Вот в апреле выезжали в Воркуту, в Ухту, в Усть-Цилимский район, Усть-Вымский район и так далее. То есть эту информацию можно узнать по телефону 206-155, либо в администрации муниципального образования, потому что мы заранее муниципальное образование информируем о том, что будет осуществляться выездной прием населения и проводиться учеба, консультация с должностными лицами муниципального образования, которые занимаются этой работой, чтобы они могли проводить разъяснительную работу среди населения и объяснять, что такое бесплатная юридическая помощь, кому она положена и в каких случаях.